Утверждается, что парики, называемые черным золотом, рынок которых в мире составляет около 30 миллиардов долларов, сделаны из волос уйгурских женщин, брошенных в китайские концлагеря в Восточном Туркестане. Китай занимает первое место на мировом рынке париков из-за того, что китайские изделия из накладных волос дешевы и перепроизводятся. Кроме того, жертвы лагерей, ставшие свидетелями этих событий, часто утверждают, что для этого производства используются волосы уйгурских женщин из концлагерей, которых полностью обревают. Еще одно доказательство этому поступило от Министерства торговли США, которое сообщило о том, что изделия, похожие на парики, закупленные в Китае, произведены из волос заключенных уйгурок. Крупнейшая уйгурская газета в Казахстане «Голос уйгура» начала свою издательскую деятельность в 1957 году под названием «Логотип коммунизма». После распада Советского Союза и обретения Казахстаном независимости его название было изменено на «Голос уйгуров». Газета имеет долгую солидную историю в обществе. Сегодня газета является членом Союза казахских газет и является республиканской общественно-политической газетой, выходящей один раз в неделю. Газета, у которой в 2023 году было 16 320 подписчиков, к 2024 году увеличила число подписчиков до 20 тысяч. Этот успех способствовал тому, что газета «Голос уйгура» стала одной из самых читаемых в стране, охватив широкую читательскую аудиторию по всему Казахстану. Китайские банки приостановили долларовые платежи с Россией после введения новых санкций в декабре. 22 декабря администрация США объявила, что ужесточит контроль за иностранными банками, нарушающими санкции против России. В беседе с «Известиями» представители бизнес-организации «Деловая Россия» заявили, что после принятия решения китайские банки приостановили долларовые переводы, привязанные к российским компаниям. Агентство Bloomberg также сообщило, что за последние несколько недель как минимум 2 китайских банка начали проверять счета всех корпоративных клиентов из России. По данным ведомства, банки намерены прекратить отношения с подсанкционными компаниями или лицами, связанными с этими компаниями. В Бишкеке, столице Кыргызстана, нехватка контента на кыргызском языке для детей вызвала общественную дискуссию. В столице Кыргызстана Бишкеке прошло мероприятие в формате дискуссии под названием «Кыргызский контент для моего ребенка», где обсуждалась нехватка кыргызскоязычного контента для детей. В мероприятии, организованном издательством «Турар» 20 января 2024 года, приняли участие лингвисты, писатели, ученые, воспитатели, создатели контента и многие семьи страны. 2 16-летних северокорейских мальчика были приговорены к тюремному заключению и 12 годам каторжных работ за просмотр южнокорейской драмы. На кадрах, опубликованных 21 января 2024 года Институтом исследований в области развития, который работает с беженцами из Северной Кореи, показаны 2 подростка, которых судят в Северной Корее за то, что они публично смотрели южнокорейскую драму перед сотнями студентов на стадионе в стране. В США губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил, что снял свою кандидатуру с президентских выборов, которые состоятся в 2024 году. Отметив, что республиканцы хотят дать бывшему президенту США Дональду Трампу еще один шанс, Де Сантис сказал: «У нас были некоторые разногласия с Дональдом Трампом из-за пандемии COVID-19 и его выбора Энтони Фаучи. Однако очевидно, что Трамп превосходит нынешнего президента Джо Байдена», — сказал он.